Александра Чернышова, БСМ «Уча» в ее исполнении. Саша, в пресс-релизе я прочитал о вашем проекте Dream Voices и о том, что вы в 2014 году вошли в десятку выдающихся исландцев. Да. Вот расскажите немножко об этом. Да, в 2014 году есть значит, мне дали эту премию, эту награду. Есть такая международная организация, которая называется GCI, которая, значит, вот по всему миру выбирает десятку самых выдающихся людей, молодых, значит, вот, которые внесли вклад в своей стране. И в 2014 году я была номинирована и получила эту награду за свой вклад в культуру и развитие культуры в Исландии. Так как я организовала, за то, что, да, наверное, организовала оперный театр на севере Исландии, и показала, это было 5 разных опер, то есть это была «Травиата», «Риколетта», это был «Фантом оперы», «Призрак оперы», и были, да, и был, значит, «Ожидание» Таравердиева и «Миноти». Это уже камерный, да, оперы, и «Телефон». Вот эти оперы были показаны. И также я организовала девичий хор, в котором пели со всего севера. Значит, это было 50-60 девушек. Также я организовала свою школу пения. Вы как хормейстер были, да? Да, я также их была руководителем хора и больше выступала, конечно, как преподаватель, да, вокала. Вот. И в 2014 же году была премьера оперы. Да. «Поэт и Бишоп», да? Да. Первая опера, написанная мною «Поэт и дочь Бишопа», была в 2014 году в Хатгримскирке. Было с симфоническим оркестром, камерным оркестром. Это опера, написанная на сюжет 17-го столетия, который все знают, о дружбе священника Хатгримура Петерсона с дочерью Бишопа, епископа, да, Рахнедр Бринлюсдоттир. Об их это были такие душевные, да, друзья, которые понимали друг друга, несмотря на то, что разница между ними была в 22 года. Это опера-драма. Трагически погибает девушка Рахнедр, но когда в пике своего счастья она рассказывает Хатгримуру о своей первой любви настоящей, Гдазе Хальдерсона, и она говорит, что ты не представляешь, как это здорово смотреть на океан, и он тебе отвечает и поет, и там такая ария интересная очень о любви. И потом перерастает она в дуэт с Хатгримуром Петерсоном, и он ей отвечает: ой, как здорово, и ты знаешь, ни о чем не думай, Рахнедр, и иди по зову сердца, так как все-таки она дочь Бишопа, она не может кого угодно, да, любить, как мы потом поймем, к сожалению, но в опере. Но в этот пик счастья он дарит Хатгримур Петерсон, священник и поэт, самый известный поэт в Исландии в то время, и он дарит ей священные пассию Саулмар. Это, значит, псалмы, которые до сих пор читаются, когда Пасха в Исландии празднуется, эти псалмы читаются. Вот такая вот опера, которая очень написана на либретто Гвузрун Аусмусдоттир. Она самая известная, получила, значит, премию и исландскую за лучшую
лучшую писательскую и актерскую деятельность. И она была либретистом этой оперы, а я написала музыку. И она же была исполнена еще и в Москве, да? Да, в Москве премьера этой оперы «Поэт и дочь Бишопа» состоялась в сотрудничестве с центром Вишневской. Русские оперные певцы замечательно спели на исландском языке. И наш посол Исландии Берглин Аушмаждотtir, она присутствовала на премьере и сказала: «Боже, как замечательно вы пели! Вы же все русские, и так замечательно спели». То есть она была просто потрясена этим профессионализмом и вот такой душевным состоянием. То есть все была замечательная премьера, так что да, еще раз большое спасибо. То есть это был успех. Александра, да. я хочу сейчас предложить нашим слушателям фрагмент из оперы, и, на мой взгляд, один из очень ярких таких и популярных, я так, насколько понял, фрагментов из этой оперы. Называется он «Аве Мария», да? Да. Это обращение героини. Да, это ария. Извините, перебью вас. Да, я как раз хотел. Ария Рахнеды Бринюшдоттер, она поет и благодарит Деву Марию за то, что она ей послала сына. И это произведение, именно «Ава Мария», да, в опере было написано. Я собиралась написать совершенно другую «Аве Марию». То есть, как бы в моем понимании «Ава Мария», она спокойна, она... То есть я вот села за фортепиано и начала сочинять. Но вот почему-то вот, ну, как-то не пошло, не знаю. Вот, как говорится, вот такие уже подробности, да. Это произведение единственное в опере, которое, я говорю, которое написано не мной, потому что вот я легла спать, и вот мне эта мелодия прямо не дает покоя. И вот она у меня крутится в голове. Боже, думаю, что же это такое? Мне нужно сесть и написать вот эту музыку. И вот такая вот «Аве Мария», она немножко... Да, вы послушайте. Давайте послушаем. Да, пожалуйста. Исполняет Александра Чернышова, партия фортепиано Джулиан Хьюлетт. Thank
Очень красивый фрагмент из оперы «Поэт и дочь Бишопа». Спасибо. Да, Спасибо большое. замечательный. Кстати, вот сейчас интересно вы сказали дополнение, то, что это вообще-то исполняется по дарфу. Вот Да. это было Да, исполнение в опере. концертное, Да, а в опере было это исполняется по концертное. дарфу. Да, студийное, да. Да.